Да. Из перечня ранее запрещенных для нас, Альфред, профессий, Министерство труда в этом году исключило более 100 позиций. Еще век назад такое было сложно представить, особенно для женщин-мусульманок. Как татарские женщины боролись за свои права? Как общество реагировало на развитие женского вопроса? И что в этой сфере происходит сейчас? Об этом мы поговорим в прямом эфире на телеканалах ТНВ «Планета» и ТНВ «Татарстан» в нашей ток-шоу «Точка опоры». Сегодня тема нашей дискуссии – это татарский феминизм, реалии и стереотипы. Добрый вечер всем телезрителям, добрый вечер всем гостям. Я представлю сначала ведущего. Это сегодня единственный мужчина в этой студии, историк Альфред Бустанов. И журналист Светлана Спирина. Добрый вечер. Еще раз добрый вечер. Я думаю, что обсуждение темы будет сегодня жарким, судя хотя бы потому, что мы приглашали представительниц нескольких общественных движений в студию в качестве экспертов, гостей программы. Например, одни из них – это участницы движения «Фем Кызлар». Но вот они в очередной раз сказали «нет», сказав, что у феминизма нет национальной окраски, хотя, в общем-то, название своему движению дали «Фем Кызлар». Но, несмотря на это, гости в студии у нас уникальные и интересные, и я представляю с большим удовольствием. Лилия Габдрафикова, главный научный сотрудник Института истории имени Марджани Академии наук Татарстана, доктор исторических наук. Добрый вечер. Сегодня с нами, и уже не впервые на «Точке опоры», Эльмира Калимуллина, певица, заслуженная артистка Республики Татарстан. Хайрликиш. Также с нами сегодня Энже Дусаева, историк, кандидат культурологии, соучредитель Института городских исследований Тамга. Исәнмесез. Представляю также Лейлу Лерон, блогер, активистка интернет-сообщества Татар Тель. Исәнмесез. Наиля Касимовна Зиганшина, председатель общероссийской общественной организации «Союз мусульманок России». Хайрликиш. Кроме того, с нами по интернет-связи Люсия Акчурина, организатор «Халяль свадеб» в Саратовской области. Исәнмесез. Салам алейкум. И Лилия Исхакова, автор детских книг. Сейчас она живет в Чехии. Исәнмесез, хайрликишләр. Хайрликиш. Так, отличная связь, и я предлагаю уже начать. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Прошу всех участников программы, дозвонившихся телезрителей, соблюдать нормы закона, корректность, не оскорблять друг друга. В противном случае на правах ведущей имею полное право отключить микрофон или попросить покинуть ток-шоу. Наш телефон 554-56-10, код Казани 843. Нас также можно смотреть в группе в ТНВ ВКонтакте и в Ютубе. Участвуйте в дискуссии, задавайте свои вопросы экспертам по телефону и в интернете. И все вместе мы пытаемся найти точку опоры. А наши эксперты в студии могут выразить свое мнение через нажатие кнопок. Красная категорически не согласен. Не согласна. А зеленая поддерживаю. И белая, ну, все равно, нейтрально. Средний род. Итак, когда мы определяли программу, редактор была категорически против. Она говорила о том, что татарский феминизм, она, да, говорила, редактор, она говорит, что татарский феминизм тема не актуальная и не интересная. Но все-таки, вот на взгляд наших экспертов сегодня, это актуальная тема, татарский феминизм? Кто начнет первый? Эльмира. Могу я начать с удовольствием. Я хочу сказать, что татарский феминизм он отличается, скорее всего, от всего российского по той простой причине, что все равно в адекватных семьях, даже Хужа Насреддин про это говорил, что женщина – это шея, и куда она повернет, туда и пойдет за ней мужчина. Мудрость женщины татарской, она такова, что она всегда донесет, она всегда правильно допилит своего мужа, чтобы он сделал так, как ей нужно. Поэтому татарский феминизм, он чуть-чуть отличается, скорее всего, от России. Но в России есть такая общая проблема феминизма, что женщины сами же хейтят женщин, потому что вот так у нас стереотипы приняты. Ну, я могу сказать, что, допустим, я не разделяю по национальному признаку. Мне кажется, нужно говорить о феминизме в целом и те особенности, какие есть в среде, где жили женщины, по географическому положению. Если это можно назвать татарским феминизмом, то давайте отталкиваться от него. Что думает Прага? Я хочу добавить, я согласна с Эльмирой в данном контексте. Все-таки, вроде казалось бы, 21 век, и даже если брать в глобальном масштабе, я уж молчу про конкретно татарский контекст, это на самом деле очень актуально. И даже сегодня, в 2021 году, точнее, в 2019 году вышла книга Кэролайн Перес
И она называется Invisible Women, невидимые женщины. Это первая книга, которая полностью от и до чисто на фактах доказывает, что, смотрите, мы живем в мире, который удобен для мужчин. Она просто взяла статистики, данные, которые есть, и доказала, смотрите, все краш-тесты, которые у нас машины, да, краш-тесты, то есть это про тело, это про телесность, они все базируются в основном на мужском теле, а женский скелет, он другой. Medical trials, медицинские вот эти вот все пробы, да, которые делают до того, как выпустить какие-то лекарства. То есть она вот берет по пунктам и говорит тык-тык-тык, и смотрите. И, конечно, татарский феминизм, он никуда не отпочковывается, если вот так вот глобально посмотреть, это актуально. И в прошлом году Бернардин Ивариста выиграла вот за эту книгу Girl, Woman, Other, девочка, женщина, другая, вместе с Маргарет Этворд она выиграла награду. И как вы думаете, ведущий BBC забыл даже упомянуть ее имя? Маргарет Этворд они упомянули, но она еще, к тому, что она еще женщина цвета, да, то есть у нее она темнокожая. Поэтому, конечно, это очень актуальная тема. Спасибо, Лилия. Есть кому еще что добавить? Или мы тут же поймем, есть ли фундамент у татарского феминизма исторический, скажем так, и обратимся в этой ситуации к доктору исторических наук. Лилия, да, давайте совершим экскурс. Мой гендер не помешал мне стать доктором исторических наук, поэтому в моем случае, наверное... Итак, есть? Есть, конечно, да, татарский феминизм, ну, не так громко, может быть, но действительно татарские женщины в начале 20 века уже проявляли себя достаточно активно, и это, на самом деле, стереотип «забитая женщина Востока», мусульманского Востока в Паранже, если мы возьмем татарскую историю. Как раз мы видим, что и сфера образования развивалась достаточно интенсивно, и школы открывались. Достаточно сказать, что в 16 году, в 1900, в Казани открылась первая татарская гимназия. То есть выпускницы этой гимназии получали такие же свидетельства, как и русские гимназии. У татар не было мужской гимназии, но была женская гимназия. И это все открывала Фатыха Аитова, а поддерживал ее тоже вот муж, купец Сулейман Аитов. То есть в этом смысле вот этот татарский женский вопрос, он очень активно поддерживался и мужчинами. То есть это было такое вот как раз Фатыха Аитова, она вот руководила этой школой. И вот в контексте вот этого образования уже появлялись какие-то другие тоже направления. Та же самая Мухлиса Буби, она тоже в обычной татарской деревне Ижбубе, это современный Агрызский район, тогда это Вятская губерния, вот Сарапульский уезд, она вместе со своими братьями там тоже заведовала школой, и они выдавали свидетельства. Это тоже был очень важный юридический момент. Остальные женские школы не выдавали свидетельства на право преподавания. И потом уже после 17 года она становится первой женщиной-судьей. Тоже для мусульман это и сейчас, наверное, да, такое прогрессивное явление. И далее мы видим, что были женщины-врачи еще до 17 года. Вот Разия Кутлуярова. Была женщина-математик, она окончила, вот Разия Кутлуярова, она работала в Оренбурге, родом из Касимова. И она тоже, в общем-то, создавала различные курсы, помогала вот татарским девушкам поступлению в русские гимназии уже. И дамское общество создавала мусульманское в Оренбурге. То есть совмещала с профессиональной деятельностью и общественную. И Сару Шакулову, может, мы покажем, наверное. Она окончила Сорбонну, математик, и тоже ее случай очень... Тоже из Касимова. Почему Касимов везде? Там все-таки население смешанное, и, видимо, влияние вот русских соседей тоже было сильным, влияние вот столичных городов. И там женщины из Касимова, они были более эмансипированы по сравнению, допустим, с казанскими татарками и другими регионами. И Сара Шакулова вот Сорбонну окончила, но ей пришлось в России подтверждать свой диплом, поскольку вопрос о высшем женском образовании в России тоже был еще не разрешенным. И также мы можем там отметить, конечно же, нашу первую актрису Сахибжамал Гизатуллину-Волскую. Это тоже был вызов обществу. Вот как раз она... Это уже с 7-го года она выступала на сцене. К ней относились по-разному. То есть кто-то превозносил, ее открытки расходились там. Ну, буквально она была символом.
А с другой стороны, были люди, которые критиковали, ругали, ну, вплоть до каких-то агрессивных действий. Но, тем не менее, вот она выдержала и вот доказала. И дальше уже мы видим после 17-го года, после февраля, как собирались мусульманские женские съезды. Это вот тоже забитая женщина Востока, да, заявляет о своих правах. Съезд проводит здесь, в Казани, в апреле 17-го года. И потом уже делегатки, они отправляются уже в августе того же 17-го года в Москву. И там была женская секция. И опять же они обсуждали вопросы равноправия. Было же многоженство до 17-го года. И, конечно же, женщины выступали за моногамный брак. Вопрос о разводах тоже был очень сложный. Вроде бы в исламе разводы разрешаются, но есть развод талак, а есть хлюк, когда женщина сама разводится, но там какие-то вот последствия не очень удобные для женщины. И они это все пытались как-то вот скорректировать. И много-много других вопросов было. И вот активисток женского движения, ладно, мы уже не будем показывать. Там были Амина Мухиддинова, Захида Бурнашева и много-много других прекрасных представительниц этого движения. Среди них много было очень учительниц и так далее. Вообще даже в татарском языке, вот вы говорили, редакторка, да? Есть слово мугалима, там, учительница. Или в русском языке, допустим, есть слово, тогда было женщина-врач. Сейчас мы не можем, так сказать, врачиха как-то грубо, да, как кабаниха, купчиха. А у татар есть прекрасное слово табибя. То есть вот это тоже ведь отношение, ну, какое-то вот уважительное отношение к женщине. Ну, об этом, в общем-то, долго можно говорить. И об этом еще и будем говорить. Всю программу сейчас услышали имя Мухлисы Буби, первая в мире ислама, единственная в татарской истории, да, женщине Казы, шариатского судьи. Ее без сомнений можно назвать, наверное, татарской феминисткой. Она выступала за просвещение женщин, отстаивала права. То, что тема актуальна до сих пор, не знаю, знают ли наши гости об этом, говорит тот факт, что именем Буби назван один из популярных телеграм-каналов. Кто-то знаком, читает это, читал, не видел? Я знаю о его существовании, поскольку вот тоже хотела продолжить ту мысль, которую говорила Лиля, поскольку в августе у нас был такой проект с моими бывшими студентками и аспирантками «Мир татарской женщины». И вот мы, собственно, тоже, помимо тех известных женщин, о которых вот сейчас Лилия только что говорили о том, что есть и другие женщины, чьих имен мы не знаем, чьи имена мы можем узнать, например, только по архивным данным или справкам. И вот когда занимались исследованием дома Татарин, да, который находится на улице Марджани, девочки нашли в архивах данные о том, что обладательницей этого дома была Биби Зюгра. Кто это? Ничем не примечательная женщина. Она не открывала школу. Она не была ни женой купца, ни дочерью, ни сестрой и так далее. Но при этом эта женщина в начале 20 века сама оформляет дом, ходят со всеми документами, не обращаясь при этом к помощи мужчины. И ведь речь идет о том, что женщины бывают разные, есть разные роли, и есть какие-то стереотипные представления, которые мы можем почерпнуть из книг, из фильмов, например, да, и есть просто жизнь, как и сегодня. И сегодня мы тоже выступаем в разных ролях. И вот как раз об этом канале мне говорили мои студентки, вот я какие-то материалы видела, мне кажется, это очень интересно, то, что современные способы трансляции информации, потому что мы понимаем, что сегодня телеграм-канал — это это фактически новое медиа, который транслирует и культуру, и это паблик, да, это площадка для обсуждения насущных проблем, потому что там обсуждаются не только какие-то исторические вещи, но и современная культурная ситуация. Спасибо, НЖ. Следующий вопрос тоже был адресован вам. Мы пока прервемся ненадолго на рекламу, а потом сразу же продолжим. Не переключайтесь. О том, как складываются взаимоотношения между субъектами. Что связывает две столицы? По вашему мнению, на каком уровне сейчас эти отношения? На высоком, на очень высоком. Об интересных фактах, событиях и людях в авторской программе Дины Газалиевой. Татарстан работает как единая команда. Татарстан Тудей. 6 февраля на ТНВ. Спешите видеть в Казанском цирке с 29 января по 28 февраля долгожданное шоу слонов и магия цирка. 12, 13 и 14 февраля
Театр Камала представляет премьеру второй части нашумевшей постановки Айдара Запарова «Я не вернусь». Новые герои и трогательные судьбы в спектакле «Я не вернусь. Мечты». Билеты в продаже для зрителей старше 16 лет. ТНВ халкыбызның талантын күрсәтү нияте белән зур бәйге игълан итә. Гармон телләрендә татар кие, ашсу устасы, һөнәр иясе, милли кием, буыннардан калган хәзинә номинацияләренә 1 мартка кадәр конкурсның электрон адресына эшләр кабул итәбез. Җиңүчеләр акчалата бүләкләнәчәк. Бәйге турында тулырак мәгълүмат ТНВ Instagram битендә һәм tnv.ru сайтында. Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы начинаем путешествие в увлекательную историю татарского народа. Телерадиокомпания «Новый век» и Казанский федеральный университет представляют новый масштабный просветительский проект «Уроки истории». Кто такие татары в Башкортостане? Здесь ключевую роль играет идентичность. 6 февраля в 16:00. Итак, начинаем? Не пропустите! Итак, это ток-шоу «Опора». Сегодня мы разговариваем на тему татарский феминизм, реалии и стереотипы. Сейчас НЖ Дусаева только договорила о том, что мы вспоминали исторических личностей, знаменитых татарских феминисток. Обнаружились интересные особенности, когда простые женщины тоже вошли, скажем так, в историю, открывались истории об их, наверное, деяниях, да, не только в просвещении и учительстве. О чем хотели Лилия добавить? Я хотела добавить, что это на самом деле ординарный случай. Действительно, в Российской империи складывалась очень интересная ситуация. Женщины владели недвижимым имуществом, то есть как раз вот какие-то сделки могли осуществить. Но что-то мне это напоминает. Но, например, у них не было своих паспортов. Они могли максимум получить вид на жительство с разрешения мужа там, или другого мужского родственника. Они даже имели право голоса, когда вот проходили выборы в городские думы, потому что они были владельцами недвижимого имущества, но отправляли на выборы по доверенности, опять же, мужчин, родственников. И вот этот случай тоже она могла оформить через доверенное лицо вот свое имущество. Доверенное лицо мужа. Муж, брат, другой вот мужчина, родственник. Тогда может получается, что мы, когда говорим о женщинах вот с таким каким-то особенным таким акцентом, тогда это такая экзотизация женской истории, что на самом деле все было нормально, не нужно было бороться ни за какие права. И вообще быть женщиной – это окей. Ну, тут по-разному. Будь женщиной, окей, сейчас скажут все гости в студии. Вообще, если вот российский феминизм или вообще и в целом в мире, после Первой мировой войны там другая ситуация. Женщины уже были вынуждены идти на трудовой рынок, там, заниматься какими-то работами. То есть до войны, может быть, они сидели дома и были довольны своим положением, а вот уже в ходе вот этих вот военных реалий они, например, татарские женщины раньше особо не участвовали в полевых работах. То есть вот у них был дом, там двор и все, вот их зона, да. А дальше уже вот когда мужчины ушли на фронт, они шли уже работать. И опять же, учительницы шли работать в школу, потому что рабочие места освободились, некому было преподавать. Потому что татар мужчин как раз забирали на фронт. Изменились условия. Да, у русских мужчин, учителей были льготы, а у татар долгое время не было льгот. Там, только в 16-м году только учителям дали, мугалимам. Ну, это такая специфика татарская, да. Я бы все-таки про экзотизацию добавила буквально 2 слова. Мне кажется, что речь не об экзотизации, а про то, что все-таки научные такой текст, да, большой, глобальный, он все-таки в большей степени создавался мужчинами, и в этом смысле просто когда мы сейчас открываем, не только мы, вот можно вспомнить, например, книгу Натали Зимон Дэвис, которая считается уже классикой «Дамы на обочине», вот про то, что просто возвращать женские имена, как и многие другие истории. И в этом смысле это, наверное, не экзотизация, а просто такая, более внимательная работа с источниками, с текстами. Хорошо, так, коротко все-таки я задам НЖ вопрос, чтобы мы зашли сразу и поняли, о чем мы даже говорим. Почему это актуальная тема? Мы посмотрели сайт НЖ Дусаевой и нашли там вашу цитату. В аспирантуру поступить в 2001 году в Казани, будучи женщиной, было невозможно.
Я поступила в аспирантуру в РГГУ, а параллельно в Институт европейских культур. Получается, вы уже сталкивались в своей профессиональной, скажем так, жизни, карьере с дискриминацией? По гендерному признаку? Скорее всего, ну, в каком-то смысле это можно рассматривать как дискриминацию. Я могу сказать, что ситуация просто в Казанском университете в 2001 году была такая. У нас был довольно сильный курс, и поскольку мужчины могли, если они поступали в аспирантуру, не идти в армию, то было понятно, что приоритетные места отдавались им, и, ну, по крайней мере, нам на историческом факультете так было и сказано, что девочку мы в этом году не берем. Вот, поэтому я поехала пробоваться в Москву. Смотрите, сколько возражений. Да. Сколько категорически несогласных, Лейла. Да, гендерно, если говорить, вот лично я вообще никогда не сталкивалась именно в профессиональной деятельности или в учебе с этой проблемой, тем более в Казани. Всегда даже в мужских профессиях, куда я приходила, меня брали. Это я работала монтажером в свое время. Обычно вот в этой сфере, да, на телевидении все знают, работали. Я в 2007 вот примерно работала. Не было вообще женщин, меня спокойно взяли. Если ты умеешь работать, то почему нет? И когда меня брали, собеседовали, я говорила, как истинная женщина, вот эту штучку вот сюда вот делаешь, потом с этой штучкой, ну, то есть, как бы я все это по-женски говорила, но процесс, результат был как у мужчин, поэтому меня взяли. Так, и Лилия, две Лилии хотят, давай предлагаю Праге пока дать слово. Лилия Исхакова, да, слушаю вас. Я только хотела добавить, но сейчас уже немножко прошел этот момент по поводу дискриминации. Я просто была на таком факультете в Казани. По первому образованию я востоковед-африканист. И в то время у нас был просто такой декан, который... Ну, если ты мужчина, ты уже поступил, можно сказать. Вот немножко так было, да, то есть я ничего против него не имею, и вообще, мне кажется, про феминизм тоже, тот момент я все-таки добавлю, да, когда мы говорим о феминизме, он же у каждого свой, вот, и это, мне кажется, сегодня в 21 веке, это уже не такой феминизм, это не про травму, это не про, смотрите, какие мы ущемленные, да, это не про то, как, ой, давайте сейчас мы будем, не знаю, там, жаловаться, нет, это не про это совсем про другое, это про то, что есть половина человечества, чуть больше, 52%, если глобально смотреть, есть половина человечества, которая как ресурс, там столько всего, там столько... ну, замечательных идей, замечательных книг, замечательных докторов, замечательных просто высших профиков в любых сферах, да, давайте мы просто воспользуемся этим ресурсом, давайте мы не будем negate, да, давайте мы не будем говорить, что нет, и просто, а как это все делать? Это все выстраиваться на прошлом, да, то есть как только я читаю, через что проходила Махлиса Бубы, сначала, конечно, ты проживаешь вот эту травму, которую она прожила, но потом, через какое-то время ты осознаешь, ага, вот в тех условиях она смогла вот это сделать. Смотри, как она выступает на открытии школы, на открытии гимназии, да, после того, как она там через Яушевых открыла ее, она, выступая, что она делает? Она просто дипломат высшей категории, она пользуется моментом, и, значит, и коммерческую цель, и спонсоров ищет, и про образование говорит, и просветительскую функцию свою несет, и андадин турандада, и про религию что-то скажет. То есть она прям по всем пунктам прошлась, и при этом одну речь всего лишь сказала. Ну чем тебе не гений? Вот чем не гений, скажите мне. Спасибо, Лилия, услышали вас. Люзия, вы тоже хотели добавить, да? Да, я хотела присоединиться и согласиться с Лилией по поводу того, что действительно феминизм в наше время имеет очень-очень много разных ответвлений. Оказывается, они даже настолько, ну, то есть у них есть какие-то спорные моменты, они могут даже спорить между собой. С этим я согласна, конечно. У меня тоже, когда я работала в институте повышения квалификации, был такой случай, я была уже тогда в платке, взяли меня на работу без проблем, но в один день ко мне подошел мужчина, достаточно взрослый, преподаватель, и сказал: милая, а тебе муж разрешает работать? То есть, ну, такой вопрос более, не знаю, к мусульманке это было акцентировано внимание, да, или вот в плане того, что вот женщина, она такая вся домашняя, должна сидеть дома и никаким образом не развиваться, но факт в том, что, ну, такой случай был. Хорошо, Лизия, сейчас
все-таки мы пока прервемся, потому что абсолютно, наверное, подтверждает эту картину наш опрос в интернете. В течение недели мы задавали нашей аудитории в соцсетях вопрос о том, о роли татарской женщины. И вот по результатам опроса главное предназначение, что в доме и в семье, то есть домохозяйка, видит 46% проголосовавших. Еще 42% выбрали вариант дом и работа. А вот 12% уверены, что роль женщины вообще определяет супруг. И здесь есть некоторые интересные детали. В голосовании приняли участие в большинстве женщины. Они выбрали первые два варианта ответа пополам. Это дом и семья, и дом и работа. А мужчины, в свою очередь, выбрали все варианты ответов. Почти 60% выбрали роль женщины-домохозяйка. По 20% предпочли совмещение семьи и работы, либо решение исключительно за мужчиной. Ну, еще и настоящая дискуссия разгорелась в Инстаграм ТНВ. Сотни комментариев, тоже спорили в основном женщины. Приведу лишь некоторые комментарии. Почему нет варианта дом и ипотека? У меня такой, хотя я предпочла бы дом и семью. Выбрала бы семью, но не хватает денег. И самый частый. Сегодня женщина мужчину не слушает. Ничего хватит ли, шулай была. Как женщина решит, так и будет. Зрители тоже могут включиться в наше интернет-голосование. Вопросы и ответы вы видите сейчас тоже на экране. В конце подведем результаты. Сейчас пока прервемся... Да, мы сейчас прервемся на новости Татарстана. Не переключайтесь, потом мы снова продолжим. Итак, это программа «Точка опоры» на ТНВ, ТНВ «Планета». И тема сегодняшнего разговора – татарский феминизм, реалии, стереотипы. О многом мы уже поговорили. Зрители приглашаем присоединиться к интерактивному голосованию. А начинаем же мы программу... того, что мы выяснили, что татарское равноправие в женщин в татарской культуре – это не новая тема. Издавна мы знаем, что пристальное внимание уделялось женскому образованию, вообще присутствию женщин в обществе. Не случайно Абыстай, образованные женщины, стали эталоном чести и достоинства в татарской культуре. Здесь можно привести пример Зайнаб Максудовой, выпускницу как раз медресе Ишбуби, востоковеда и специалиста по татарской рукописной культуре. Как мы выяснили, она тоже была разведена. Да. Мы еще также можем вспомнить трагическую повесть Галимжана Ибрагимова «Судьба татарки», да, когда общество восстало против личного счастья героини Гульбану, выданной замуж за нелюбимого мужчину. Конец повести трагичен, Гульбану покончила с собой. Тему трагической судьбы татарской женщины продолжила в своих романах Гузель Яхина. Сериал и книга «Зулейха. Открывать глаза» стали самыми спорными культурными событиями последнего времени. Вот честно, не знаю, что больше обсуждали: мастерство писателя, трагическую судьбу татарского народа в годы сталинских репрессий, или вот женские образы, воплощенные в произведениях. И вот сейчас, наверное, может быть, вызовут уже волну критики, может быть, зрители подключатся. Все-таки кто больше нужен для сохранения татарской национальной идентичности? Вот упыриха, как хранительница традиций, или безмолвная, но, в общем-то, в душе свободная Зулейха, какой мы ее видели в конце. Неля Касимовна. Конечно, Зулейха. Дело в том, что я тоже смотрела этот фильм, и в первый раз в своей жизни я не поняла образ Зулейхи в начале фильма, потому что до такой степени она неадекватна, она вообще не соображает, в каком обществе, где живет. И на наше счастье, на наше удивление, в процессе фильма она уже как бы... Как всем рук? Да, уже действительно раскрывая глаза и становится личностью. То есть она уже сильная, она может постоять за своего ребенка, она уже как мама окрепла. Вот это действительно хорошая... Но это скорее вы сейчас говорите о характере вообще женщины, которая прошла через какие-то проблемы, стала сильной, сохранила ребенка, во имя ребенка жила. И в современной жизни вот это как раз... мы как раз немножко говорим вот о татарской женщине, наверное. Вот есть в Зулейхе татарскость или в упырихе ее больше? В упырихе не только я, наверное, все татарские женщины не заметили ничто татарского, потому что столько зла, столько нелюбви к окружающим нигде не видели. И столько несогласия, Неля Касимовна. Так, Эльмира, чуть позже. Давайте, Лейла. Я хочу сказать, что татарам уже надо признать, что прогрессивный народ, и у нас есть все. У
У нас есть и упырихи, и есть битые женщины, женщины, которые бьют своих мужчин, тоже есть, скорее всего. Есть лесбиянки, большинство, конечно, у нас адекватных женщин, но есть те, кто, вот, как вы сказали, упыриха, да, к примеру. Конечно, это не пример для подражания для татарской женщины, но отрицать, что такой женщины не было в истории и что это просто придуманный персонаж, нельзя. Я думаю, что если копнуть, то такого героя можно и в жизни найти. Но здесь все-таки... в своей жизни никогда не встречала такой женщины. Ну, Илья Касимовна я встречала. Здесь все-таки вопрос, мне кажется, не столько признания, не только признания. Естественно, есть у нас разные, но когда идеологический вопрос, и вся татарская культура ассоциируется с нечто отсталым и вот стигматизируется в виде такой упырихи. Я считаю, что люди, которые думают, что лишь эти художественные образы стопроцентный показатель то, какая татарская женщина, это признак того, что они отсталые в своих взглядах. Отсталые в принципе в мире, потому что неважно, какой национальности женщин, такие образы, я соглашусь, были всегда. И они сейчас есть. И не только среди татарок. Естественно, я о том, что вообще, в принципе, мы не говорим о гуманности. Да? У нас этого, мне кажется, находится на очень низком уровне, когда нет элементарного уважения друг к другу. И тут даже нету, смотрите, гендерное различие. Мы сегодня говорим о феминизме, но у нас нету на нашей передачи мужчин. Я считаю, что это как оппоненты, которые могут высказать свое мнение. Это есть некий сексизм, да, если мы говорим на современном языке. Я считаю, что, конечно, образы, которые в Зулихе, они очень концентрированы. Это все самое, это такой апогей, можно так назвать, но отрицать, что этого не было, лично я не могу, потому что в нашем окружении, в тех же самых деревнях, мы сталкивались с различными семьями. И я считаю, как художественное произведение Гузель Яхина имеет полное право писать то, как она считает нужным, то, что это автор. Единственное, что люди уже, все другие национальности, которые проживают в Российской Федерации, глядя на упырих, они ведь могут думать, что все так думают, что татарская женщина, таких она людей хитрая, у нас она больше. злая. Да, Это поэтому мы всегда было, стараемся стереотип. показывать самое лучшее. Но у нас сейчас такое вот время, что мы должны показывать, что женщины татарские, они не такие, а мы про мудрость больше, а не про упырих. Но герои такие, они были. И Гузель Яхиной пришлось как бы более черным показать ее, потому что это произведение, это жанр такой, он требует это. Особенности жанра, и это как раз антиподы, и они так выстраиваются. Есть такое понятие, как формульный жанр. И в этом смысле, когда мы смотрим, например, сериалы, мы же не задаемся вопросом, почему это только хорошее, а это только плохое. И в данном случае это скорее, как в школьной литературе мы изучали, есть там образ хорошего человека и образ плохого. И мне кажется, что удивительно справилась Роза Хайруллина, идеально сыграла. С этим образом? Да. Может, даже усилила его больше, чем было в самом произведении, да? Альфред, ты вот изучаешь частную жизнь татар как раз по первоисточникам. Вот твоя точка зрения, твой ответ на этот вопрос. Мужчину спросим. А о таком вообще пишут? Вот мне интересно, в источниках исторических. О каких-то негативных моментах. Потому что, зная о том, как интерпретируются разные факты, и тем более наша история, мне вот интересно. Альфред специалист по рукописям как раз, да? Конечно, здесь нужно разделять. С одной стороны, есть роман, и законы жанра, и то, что автор хотел показать, и так далее, в книге и в сериале. С другой стороны, есть, не то что правда, но вся совокупность вот тех свидетельств прошлого в разных этапах и в разных местах, кстати говоря, в деревне, в городах, где женщины, пожилые, среднего возраста и даже дети, так или иначе свою самость описывали. И как раз-таки в разных текстах и даже в фотографиях можно видеть разного рода отношения к себе и к окружению. Например, та же самая Зайнаб Максудова, она с горечью писала в своих стихах о своей семейной ситуации, о том, как у нее складывались отношения не только с мужем, но и с собственными детьми. И она выстраивает такую вот драматургию, описывая все свои старания, как она воспитывала детей, и то, как трагически все у них в семье потом получилось. Поэтому я не сторонник стигматизации и показывания статусов только с одной стороны. И нам, как для народа, как для общества, очень важно именно показать вот эту проблемность и именно многогранность опыта
каждого человека, когда человек внутри сражается с тем, что у него вот есть фрагментарность собственного «я». И вот хороший вопрос был бы увидеть дневник вот этой упырихи, что вот она сама про себя думала. Может быть, она хотела хорошего своей... Конечно, все Нет, она плохого, наверное, точно не хотела. Но просто у нее своя правда, которую она доносила таким образом. Мне кажется, как раз говоря о феминизме, о правах женщин, в принципе, о правах, что мы хотим равенства, да, нельзя забывать о том, что у нас это даже не самая большая проблематика, сколько большая проблематика насилия, да, что у нас это очень все остро. Или, допустим, даже та же самая проблема о том, что не столько женщин не берут на работу, да, а сколько по возрастному принципу не берут. Мою маму, специалиста сметного дела, который просто великолепный мастер своего дела, не взяли на работу только потому, что сказали: вам 50? Ну, вы нам не нужны. А то, что она может сократить им время, ну, всего, она может смету сделать там за час, а другой специалист, которому 35 лет, будет сидеть месяц. Это еще одна из тем, наверное, для программы дальше. Да, эйджизм, потому что здесь о нарушении закона идет речь. Все это мы опять обсудим после рекламы. Буквально короткая реклама, не переключайтесь. Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы начинаем путешествие в увлекательную историю татарского народа. Телерадиокомпания «Новый век» и Казанский федеральный университет представляют новый масштабный просветительский проект «Уроки истории». Кто такие татары в Башкортостане? Здесь ключевую роль играет идентичность. 7 февраля в 11:00. Итак, начинаем? Не пропустите! Успейте купить готовую квартиру с ремонтом, мебелью и техникой в IT-городе Иннополис в жилом комплексе «Уникум». Рядом с вами детский сад, инновационная школа, лицей и даже университет. Осталось меньше 50 квартир. Бронируйте по номеру 500 ровно 5659. До конца февраля подарок каждому. Вкусняшки от находки по сладким ценам. Чай «Чемпион» 79, печенье «Курабье» 500 грамм 59 рублей, конфеты «Сказочная птичка-красавка» 99 рублей. Срок акции по 7 февраля 2021 года. Подробности у продавцов. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100. Акция на ТНВ «Made in Татарстан» сделана в Татарстане. О тех, кто созидает, и о тех, кто вместе с нами меняет мир к лучшему. Иногда жизнь ограничивает тебя, ставит в определенные рамки. Но все это только ради того, чтобы сделать твой путь безопасным. С 1 по 27 февраля на сцене Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля 39-й Международный Шаляпинский фестиваль. Лучшие спектакли репертуара с участием звезд оперной сцены. Ждем вас! Итак, это ток-шоу «Точка опора» на ТНВ Татарстан и ТНВ Планета. Сегодня мы обсуждаем татарский феминизм, есть он или нет, и для чего он есть. Остановились на обсуждении книги Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Певица Эльмира Калимуллина, которая сегодня с нами, имеет непосредственное отношение к сериалу. Там она исполнила потрясающую песню «Звезда надежды». Предлагаю послушать чуть-чуть, сбавить страсти, а потом обсудить. Balıklar kiler
Несмотря на то, что Альфред предлагал дослушать до конца и до конца программы, Эльмира, после приглашения для участия в нашей программе, обозначив тему, вы вывесили пост в Инстаграм, было у вас там достаточно бурно. Все-таки проявляется ли в вашей творческой среде дискриминация по гендерному признаку? Сталкивались ли вы с этим? И нужно ли вам сегодня быть феминисткой, чтобы добиться успеха? В моей сфере этого нет, я вам честно скажу. В принципе, у музыкантов нет такого понятия, что только женщина берут певца или только мужчину. И неважно, на каком инструменте он играет, я с этим не сталкивалась. Могу сказать, что, наверное, 100 лет назад особо профессию музыканта и не считали как профессией, да, и там неважно, мужчина был или женщина активна в этой позиции. Что касается феминизма, я могу сказать, что, наверное, это уже на самом деле настолько в прошлом. И хорошо, что были те события, которые привели нас к тому, что мы сейчас это открыто обсуждаем, что у нас есть избирательное право, что мы имеем право голоса, что мы не говорим своему мужу, а вот ты проголосуй, пожалуйста, я вот за того-то хочу. Паспорт есть, да? Есть свой, да, недвижимость свою можем иметь. Можно разводиться спокойно. Вообще можно все. Лет, да, как но то, что есть проблемы, это однозначно. Что касается музыкальной сферы, отвечу, что таких проблем я не вижу. Лейла видит. А я хотела бы добавить по поводу шоу-бизнеса не только про музыкантов. Есть же еще ведущие. И у меня муж ведущий, и сестра ведущая. И оплата даже если одинаковая, но женщине ведущей надо сделать макияж, прическу, купить платье. То есть мужчине голову помыл и вышел, да? Хотя такая же оплата. Но никто не учитывает никогда, что ей на сцену надо выйти и потратиться, чтобы выйти. Это уже личная монетизация. Это стереотип, как должна выглядеть женщина-ведущая, какая она должна выйти. Если она просто расчесала волосы... Элементарное уважение к самой себе. Я не могу выйти на сцену с лохматой головой и с пучком, хотя имею право... Но никто же не доплачивает за это. Никто же не скажет, а при чем тут оплата? Девочки, предлагаю все-таки остановиться, это немножко, не все равно, это другая тема. Все-таки о серьезном. И сейчас мне хочется об этом спросить. Вот есть ли у татарской женщины особая роль в судьбе народа? Вот тот же Гаяс Исхаки напрямую связывал судьбу женщины с судьбой всей нации. Он считал, что без должного внимания и уважения к женщине со стороны общества нация обречена на гибель. Вот, Альфред, ты как считаешь, согласен с Гаязом Исхаки? Как отец двух дочерей, я татарский феминист и обязан вообще соглашаться с Гаязом Исхаки. Но все-таки надо понимать, что сейчас ситуация изменилась кардинальным образом. Мы живем в обществе совершенно ином. Я назову это общество постнациональным и, может быть, даже постфеминистическим. Вот Эльмира говорит, что феминизм — это тоже прошлое. Спасибо. И, соответственно, такие тенденции, как child-free, то есть жизнь без детей, или акцент на карьеру, свободные отношения, это все становится, ну не сказать прямо нормой, но это часть современной жизни. И не признавать это, и тем более даже активно не соглашаться с этим, ну, проблематично становится. Может быть, мы спросим вот у наших коллег из Праги. В сердце либерализма человек. Да. Ну, в сердце либерализма, кстати, дела тоже так интересно обстоят. У меня здесь есть подруга, она татарка, и она работает в госпитале. И вот недавно буквально обсуждали, что они делают одинаковую работу, и за обедом обсуждают зарплаты. У женщин она ниже. Но это было всегда. Вот. И да, и как бы тут не поспоришь, сразу все за себя говорит. И точно так же со стажировками. То есть, если ты мужчина, скорее всего, тебя отправят и в Германию, и куда угодно. Я уж молчу про востоковедение, на котором я училась. Я проклинала в какой-то момент, почему я не мужчина, почему так случилось. Вот. По поводу нации, да, или там просто человечества, даже если взять, я всегда буду за то, что женщина, она равноценно несет ответственность за будущее нации, человечества, любой группы людей, как и мужчина. И нужно принять особенности женщины и то, что может она, и если как бы все это принять и отталкиваться от этого, получается прекрасная опора, и можно выстроить что угодно. И мне кажется, это главный козырь на сегодняшний день, просто брать and build up on, да, надстраивать.
И поэтому в свое время я очень сильно заразилась идеей написать серию детских книг о женщинах, что-нибудь из серии там «Шахислер», личности назвать, да, потому что когда я окунулась в среду того времени, то есть я изучала там биографию Сары Шакуловой, Махи Паруас Ахмерова, первый гинеколог Казани, Бубы Ларбетенеса, то есть вот эту книгу мне подарила моя подруга-журналистка, когда я еще в Германии училась социальным наукам, да, и она так и лежала у меня там несколько лет. Потом, когда у меня родилась дочь, я вдруг начала все это изучать и смотрю, боже мой, и даже вот я смотрю на студию сейчас, и я думаю, вот Эльмира пела, да, я даже прослезилась, потому что ну, настолько это красиво, это изящество, это энергетика, это просто со всем этим нужно работать и просто amplify, увеличивать это, и получится все, что угодно. Хорошо. Лилия, спасибо. Мы сейчас переходим к еще одной теме, которая не поднималась у нас сегодня. Личная жизнь татарской женщины. Очень часто все это устраивалось, и мы уже сегодня слышали, через свах, либо по выбору родителей. Сегодня у нас тоже есть специалисты по этому вопросу сегодня в студии. Какую татарскую женщину сегодня себе ищет мужчина или наоборот женщина сегодня определяет запросы на мужчину? Наиля Касимовна, как директор Центра создания семьи, что произошли ли какие-то изменения вот в этой сфере? Вот по этому поводу скажу, сейчас Альберт сказал, что свободные отношения доминируют на сегодняшний день. Вы знаете, вот я общаюсь с женщинами, со многими женщинами в обществе, и наших татарок не устраивает это отношение. Всем нужен брак официальный, чтобы у нее была настоящая семья, и чтобы она родила детей от отца, и чтобы у них это было полноценно. Поэтому к нам, вот когда приходят женщины, как вы сейчас вот говорите, как феминистки, да, сильные такие лидеры, бизнес-леди, которые что-то добились в этой жизни, вы знаете, они приходят, и самое первое слово, которое вот я слышу от них, это «я устала». Я устала тянуть, я устала все это нести. То есть я хочу быть женщиной. Вот такое прекрасное слово, да? Я хочу, чтобы мужчина все это делал, а я была просто вот расцветала и при муже, ну, вела хорошую, спокойную жизнь. Это не означает, что она бросает работу, но просто всю ответственность, которая вот беспокоит ее, да, она хочет переложить на мужчину. И вот, кстати, мужчин, которые вот взяли бы эту ответственность, таких становится меньше. Когда мы больше говорим о феминизме, о правах женщин, почему-то мужчины ослабляют вот эту вот уздечку, наверное, да, и как-то вот поддаются. Наверное, поэтому распространяется многоженство. Ну, многоженство у нас в республике не так распространяется. Даже я прочитала, что в Саудовской Аравии сейчас вот женщины тоже начинают бороться за свои права, и первым пунктом вот в своих правах они как раз обозначили исключить многоженство. Как обстоят дела в Саратовской области, Лизия? Вы организатор халяль свадеб. А какие запросы у вас? Кто приходит, с чем приходит, что просит, кого найти? Ну, Саратов – это многоконфессиональный город, я вам скажу. Здесь очень много казахов, татар, их национальностей. Часто бывает, что я провожу смешанные свадьбы. Но вот буквально завтра у меня будет молодая татарская пара. Татарских свадеб много в Саратове. У нас, потому что много деревень, и, слава богу, да, альхамдулля, у нас молодые люди находят друг друга. И я вот здесь вот соглашусь с Наиля Касимовной по поводу того, что девушкам, да, вот им нужен какое-то спокойствие, да, и не хочется, чтобы такая вот материнская ценность считалась как слабость, да, вот, что женщина вот, так скажем, женская мягкость, да, вот материнство считалось за слабость. Не хочется, чтобы так было. Хорошо, спасибо. Кто что может сказать? Давай, да, Лиля. Секундочку добавлю только. Просто к вам приходят люди, которые ищут мужчин. Поэтому вам и кажется, что они все ищут. На самом деле, я думаю, что огромное количество женщин, которые вы пропускаете, опускаете, которым действительно, возможно, семья и не нужна.
Почему не должно быть много? Почему? Это же... Потому что природа женщины такова, что она Нет должна, такого, что природа ничего родить, не должна. Женщина производить. ничего никому не должна. Нет, она должна. Не должна, никому. Не должна, не должна. Так. Я тоже соглашусь, что конкретные люди приходят с конкретным запросом, и сейчас мы просто очень многих и не знаем. В моем окружении тоже есть большое количество женщин, девушек молодых, которые не намерены и замуж выходить на данную минуту времени. У каждого на данную минуту времени. Но жизнь такова, что она вносит свои коррективы, поэтому самое главное, мне кажется, соблюсти баланс, чтобы не было перегиба, когда в Европе, да, женщина истерит по поводу того, что мужчина ей открывает дверь, элементарно делая какой-то жест этикета. Я считаю, что это уже... Я называю такие вещи экстремизмом, что не должно быть никакого перегиба. Да. От плюса к минусу маяк может очень быстро разболтаться. И самое главное, не упустить детородный возраст. Это тоже надо учитывать. Child free, да. Вы говорите, что у нас и такие моменты. Да, что у нас с вопросом? Нет пока вопрос к эксперту. Лилия хотела что-то добавить. Ну, я тоже соглашусь, что женщина ничего не должна. Тоже и в моем окружении тоже много вот молодых вот девушек, которые вот на данном этапе заинтересованы в учебе, образовании, там какие-то цели ставят. И это нормально. И если мы возьмем вот начало 20 века, вот Резаэддин Фахриддин, кроме Гайзас Хаки, о том, что вот женщина, матери нации, Миллят Аналары, и Резаэддин Фахриддин много писал. И у него отношение немножко такое двусмысленное к женщине, как товар, что ли. То есть женщина сначала при отце там опекается отцом, потом уже передается мужу. И вот как-то упускается этот момент, когда у женщин не складывается там семейной жизни. И у Резы Фахриддина с дочерью случилась такая ситуация, ну, с одной из дочерей. То есть она была прекрасным врачом, специалистом в своей области, но не была замужем, у нее детей не было. И что, она неполноценный человек? То есть действительно надо очень индивидуально подходить к каждому случаю. И не надо вот какие-то вот рамки, что ли, ставить. Да, только потому что это татарская женщина или какая-то, либо другая. А я считаю, что вообще, в принципе, мыслить очень узко, что должно быть только так и так. Каждый человек в нашей жизни приходит для чего-то, для того, чтобы получить опыт, какой-то урок. И, возможно, благодаря тому, что у кого-то негативное есть отношение к детям, ну, вообще, неважно, у кого-то есть не такое мнение, как у тебя, твоя жизнь начинает развиваться. Хорошо, спасибо. Вот наша дискуссия подходит к концу. Мы сейчас подведем итоги интерактивного голосования. Еще раз подведем итоги нашей беседы. Мы задали аудитории вопросы о роли татарской женщины. Вот кем они ее видят, нас видят. Итак, по результатам опроса в доме и семье видят татарскую женщину 23% проголосовавших. Значит, ответ «семья и работа» совмещение 57%. Сколько процентов уверены, что роль... 19% уверены, что роль женщины решает супруг, определяет. Даже так. 21 век, господи, что происходит? Хорошие эмоции еще есть? Если наверняка это все женщины. Так удобно, чтобы это решал супруг, то почему нет? Я понимаю, что это есть, но я не думала, что это такой процент. 19% это внушительный процент. Это большие цифры. Это процент, который видит домохозяйкой. Канала. Нет, понятно, но вместе с тем это все равно стресс. Это мнение, что сиди дома. То есть в большей степени почти 40% домохозяйки, либо определение супругом роли женщины. Это все равно много, даже при любом среднем. Ну, подавляющее большинство, уже 57, все-таки семья и работа. То есть, я думаю, что мы говорим о такой своеобразной выборке, потому что мы рассматриваем только один канал. Потому что если мы сейчас с вами выйдем в социальные, например, сети или в интернет, возможно, мы получим другие. Мы давали этот опрос в самом начале. Сейчас все-таки давайте подытожим. Итак, татарский феминизм, реалии и стереотипы. Каковы итоги нашей беседы? Есть? Нет? Проблемы, я так думаю, должны решать компетентные люди. Так, компетентные органы. Схватилась за сердце, хотела сказать, боже мой. Что люди, которые решают проблемы прав человека, должны быть компетентны в этой области. Это психологи, ну, мы не будем перечислять. О том, что проблемы есть, мы это знаем. А самое главное, чтобы каждый человек был счастлив. И когда он счастлив вокруг себя, он тоже создает прекрасное поле, поэтому жизнь прекрасна. Лейла?
Я думаю, что мы эту тему еще не раскрыли, и о ней еще надо говорить и говорить, и чем громче мы про это будем говорить, тем больше людей про это задумаются, потому что многие, которые голосуют, кстати, вот такие вот нас удивляют эти голоса, потому что они просто не задумывались и глубоко в эту тему не копали, и они не знают, что есть проблемы и насилие, и сексуальное насилие, о том, что женщины боятся выйти на улицу вечером, поднять глаза, посмотреть на мужчине на улице после 10, потому что ты думаешь, а что он сделает после этого? И этот страх в нас живет. И пока мы это не уберем, прекращать говорить про феминизм нельзя. Хорошо, Неллия Касимовна, если можно коротко, остается мало времени. Вы знаете, я все-таки за традиционные семейные ценности, за то, чтобы каждая женщина была за мужем, обеспечила себе таким образом свое будущее и, конечно же, задумывалась о том, чтобы у нее была специальность и она была полезна обществу. Спасибо, Энже. Мне кажется, что очень важно, что такой разговор произошел сегодня. И для меня это важно, что, с одной стороны, ученые занимаются, и мне кажется, что исследования должны быть параллельно и в медийной сфере. И мне кажется, мы должны говорить об этом. И об этом свидетельствует, например, есть очень интересный проект «She is an expert». Мы должны узнавать, что есть экспертки, и мне кажется, общество уже, в общем, к этому готово. Готово, созрела. Лиля? К следующей дискуссии я бы хотела здесь видеть женщин у власти, потому что мы говорили, что нет здесь мужчин, а у нас же много женщин, которые занимают какие-то должности, они не обсуждают. Да, потому что символ женского движения начала 20 века – это наша Ханбике Сюймбике. Она совмещала как раз и семью, и как раз… работу. Она еще символ государственности. Безусловно, тема татарского феминизма очень актуальна. И мы будем продолжать искать ту самую точку опоры, которая поможет нам сохранить лучшее в духовной жизни народа, найти интересные формы в настоящем, определить смыслы будущего. Спасибо всем нашим участникам и в скайпе. Прага, Саратов. Салям. Большое спасибо всем нашим экспертам сегодня в студии. Прямой эфир заканчивается. Благодарим за активную позицию и такую национальную ответственность. Это была «Точка опоры». Всего доброго. Всем до свидания.